Нак предлагай мартес, чирайондес, колахтин жехетай, инвестиции в Харчевиля Дагестан Республики агентство проектный центрный руководитель Курбан Курбанов, в Хурин Майчатин министерство Малдарвол Велик Тхунай отдел начальник Мехамед Рабданов Махмаханвай. Сефте Атай Махманар муниципальный район Динхил Саид Тимирханова Кабулна. В Анал Хилефей Савишани дал Паласа в Алияк Агрохолдингрин Викилар Николас Дагестан Республика Динхил Сергей Меликован Тапшуров Долде Дагестан Дин Хукумати Кабулновай Республика Литхузвай инвест проектар Тамамар Дайла Холсовай Меселая Веревидна. У нас, вы знаете, на территории района реализуется несколько достаточно крупных проектов в сфере агропромышленного комплекса, в сфере туризма. Соответственно, с этим сейчас есть поручение и главы Республики Дагестан, который приезжал к нам в конце 2022 года вместе с представителями правительства, другими руководителями органов исполнительной власти. Лично они посещали все вот эти объекты, о которых мы сейчас будем говорить. Но у наших инвесторов были определенные вопросы, просьбы оказать содействие в части мер государственной поддержки, подведения инженерной инфраструктуры. Помимо этого, вы знаете, сейчас есть поручение первого заместителя председателя правительства Республики Дагестан Руслана Алиевича, план, график посещения муниципалитетов, в которых реализуются инвестиционные проекты, поручено Министерству сельского хозяйства, Государственному предпринимательству, туризма, другим органам исполнительной власти посетить эти наши муниципалитеты, в том числе наш, и на местах, я насколько понимаю, изучить еще раз проблемы и вместе с меценатами, вернее, инвесторами нашими пройтись по проблемным вопросам, определить задачи, которые перед нами стоят, и механизмы их решения. Помимо этого, вот сегодня я только получил план мероприятий, он, я насколько понимаю, и до органов исполнительной власти наших доведен, вы, наверное, может, видели, вы видите, на согласование нам направлен план мероприятий, дорожная карта по реализации инвестиционных проектов в Сулейман-Стальском и Дербентском районах Республики Дагестан и исполнение поручений главы Республики Дагестан Сергея Ильича Меликова на 2023 год. План мероприятий будет утвержден председателем правительства Республики Дагестан. Значит, у нас на территории района, помимо тех проектов, которые мы здесь обсудили, вот, реализуется проект по полоса по закладке садов интенсивных и в том числе по строительству фруктохранилища. Но это уже как бы, если мы по проекты строительства санатория там, и Алияк говорим, что они как-то на более начальных стадиях, это уже достаточно крупный проект федерального масштаба. В принципе, уже и Минсельхоз, и органы власти, и руководство республики в курсе и неоднократно приезжали, посещали эти объекты. Но здесь у нас тоже есть вопросы, касающиеся мер государственной поддержки. Значит, ну, про вложенные средства значительные я как бы бюджетные средства не говорю, не бюджетные, вернее, то есть средства инвесторов. Есть определенные вопросы, по которым идет проработка в части получения, и в том числе за счет федеральных средств, в части инфраструктурной поддержки. В этой части я как бы хотел бы дополнительно сказать, что одновременно, значит, ну, у нас депутат Народного собрания, вы знаете, Имам Узмеевич Иралиев, он одновременно является и инициатором этого проекта, поэтому сегодня он был в курсе приезда, к сожалению, там по объективным причинам хотел присутствовать, предварительно мы с ним до него довели всю эту информацию, поэтому он в курсе всех этих вопросов, само собой касающихся полосы, инициатором которого он является, проекта, но и проектов, касающихся, значит, его Алияка и, значит, Пулгитар гостиничного комплекса. Поэтому, с учетом того, что было поручение дано и по линии Народного собрания, депутатам тоже вникать в эти вопросы, но депутат для сведения, да, от Сулейман-Стальского района, Ирлиев Имам Узмеевич, он в курсе всех этих вопросов и в части, значит, полосы и других проектов держит на контроле. Он включен в состав нового инвестиционного проекта по линии
развития России, да, там сумма на инфраструктуру более 623 миллиона рублей. Вот, уже, соответственно, как бы, да, дано поручение дирекции, значит, да, они уже на стадии разработки проектно-сметной документации. Вот, ну, надеемся, что в ближайшее время они это все закончат. Единственное, конечно, там есть у нас момент такой, что смета на дорогу и на водоотвод, она оказалось чуть больше, да, и там, соответственно, помимо этого у нас еще должна быть линия строительства подстанции, проектирование и строительство подстанции, да, на 10 мегаватт. Вот. И там есть, конечно, вопрос, что вот сумма остается совсем незначительная для этого, да, но мы прорабатываем сейчас варианты, насколько я знаю, да, по этой линии, чтобы увеличили, как бы, да, вот, выделили дополнительные бюджетные средства на именно проектирование. Это через Минэкономразвития Российской Федерации, да? То, что оператор выступает как предпринимательство, да. а средства Минэкономразвития, высвободившиеся средства, там получается... То есть увеличить сумму финансирования, да, вот этих проектов. Да. Вот. Ну, это что касается инфраструктуры. Ну, а сейчас в данный момент, конечно, уже у нас идут посадочные, практически посадочные все мероприятия завершены, там на 95%. Я думаю, до конца этого месяца мы полностью освоим то, что запланировано в этом году, да, и доведем уже общую посадочную площадь до более 2800 гектаров. Вот. Что касается строительства... В общем, все в общем, да, и фундук. Из них 2300 гектар уже будет фундука. Да. Вот. Что касается плодохранилища, ну, первый этап у нас уже прошел госэкспертизу. Вот. Еще в прошлом году прошли госэкспертизу. Финансирование мы уже заключили с банком ВТБ. Вот, уже соглашение подписано, деньги практически выделены. Вот, первые 300 миллионов мы буквально получили на той неделе. Уже сделали оплаты поставщикам холодильного оборудования, соответственно, и по поставщикам линии сортировки. Вот, буквально на той неделе, сегодня вот еще дальше платежи пойдут. И я думаю, уже в апреле месяце начнутся строительные работы. Разрешение, кстати, на строительство тоже получено. Да, администрация наказана. Да, администрация как бы, да, выдала разрешение. И надеемся, вот, если погода все будет позволять, в апреле месяце уже начнем работу. И планируем первый этап завершить уже к сезону 2024 года. Первый этап это 11 500. Вот. Сейчас, конечно, у нас будет небольшая корректировка самого проекта, потому что хотим увеличить первый этап до 12 500. В данном случае, это, как я уже сказал, практически все три направления, которые здесь присутствуют, представители инвесторов, это действительно уже проекты, которые прошли определенный уровень проработки, уже реализации, и есть планы по дальнейшему расширению, и уже проработанные вопросы есть, как здесь было заявлено, и банковского, там, да, привлечения банковских средств, кредитных средств, и привлечение мер государственной поддержки, в том числе через обращение, то есть использование средств федерального бюджета. Поэтому это достаточно крупные проекты. Мы, конечно, на территории района, администрация района, только, как говорится, поддерживаем реализацию, потому что вот здесь у нас и управление сельского хозяйства, и отдел экономики, мы руководители тоже пригласили. Вот здесь Саня Полгина тщательно запишет. Я пользуюсь возможностью, еще раз хочу наших инвесторов, представителей инвесторов попросить в части статистической какой-то информации оказывать содействие администрации района, потому что многое оценки эффективности деятельности и нашей, и в том числе руководства республики, органов исполнительной власти зависит от тех цифр, показателей, которые вы отражаете в ваших отчетах. Но у нас менеджмент во всех этих предприятиях это фактически на уровне лучших практик, да, Российской Федерации, привлечены специалисты с Москвы, из других регионов, то есть ведется работа по открытости, прозрачности, потому что вопросы, то, что я говорю, показатели, самые важные показатели эффективности деятельности и нашей, и главы республики, да, перед руководством страны, это рабочие места,
инвестиции в основной капитал, налоги. В части один из самых важных показателей инвестиций в основной капитал. Благодаря реализации этих наших проектов, в частности именно ООО «Полосы», у нас цифра, объем инвестиций, вложенный на душу населения, то есть на одного жителя, но он на порядок был выше, чем по другим муниципалитетам республики, в десятки раз. И благодаря в том числе этому показателю Сулейман-Стальский район по итогам 2021 года был признан победителем в номинации предгорных районов республики «Оценка эффективности деятельности муниципалитетов». Практически на таком же уровне мы достигли цифру за 2022 год. Администрация Калин заместитель Заур Кахриманов Галас Кулон столдал алай кпул ятар санаторий профилакторий Дахана. Малум тирвол и на 1 миллиард манаттин кыметовай зурба турист волны саглам вол мехкемардай комплексле тхузвай программа для Галас Танишкана. И дахкаласатхиз районда Хурин Майчаттин рекаике проектар Калефизбо. Махачкалда Ятанбай Мухманар Паласа ва Алияк Агрохолдингра Хана. Эхирда райадминистрация Калин заместитель Заур Кахриманова Махачкалада Ятанбай Мухманрис районда Калефизбо инвест проектар Кичермишсавай Халдика Хабаркунай ва Кмехаргунай Чухсаул Маламарна.